наступающим, друзья! До Нового года 4,5 часа! Здравствуйте, это новости Татарстана. Сегодня вместе с вами мы завершаем этот год. В студии Лина Знатулина и Султан Нугайбеков. Буквально через несколько часов наступит один из всеми любимых праздников – Новый год. В эти минуты в окружении родных и близких мы накрываем столы, открываем подарки, говорим друг другу добрые слова и вспоминаем все самое лучшее, что произошло с нами. И мы тоже сейчас расскажем, чем запомнится этот год татарстанцам и какие сюрпризы готовит нам год кролика. Новый год к нам мчится. Очень любим нашу елочку казанскую. Приезжаем с нашими детьми. Кто, где и как встречает главный праздник и как создают новогоднее настроение, расскажет Рамиль Галиулян. Что знак грядущий нам готовит? Поворотная дата в истории нашей страны в целом. Какие события происходили в год кролика и что ждать от предстоящего 2023-го? Разбирался Дмитрий Аренин. Название года. Ждем от зайчиков храбрости. Как живет село Актанышского района, названное в честь символа наступающего года, увидел Рамиль Шайдуллин. Новогодняя атмосфера уже царит во всем городе. Сегодня у нас будет много интересных репортажей, но начать мы хотим с праздничных площадок столицы, где уже казанцы и гости города водят хороводы и поздравляют друг друга с наступающим. Рамиль Галиуллин в сердце новогодней Казани у чаши. Рамиль, какие пожелания звучат чаще всего? Да, коллеги, Новый год к нам мчится. До самого волшебного праздника остается всего несколько часов. И, разумеется, главные гуляния развернулись у центральной елки, у чаши. Сюда уже потихоньку собираются казанцы и гости города. Приходят с целыми семьями, с друзьями, вторыми половинками. Приходим на эту елку каждый год. Нам очень нравится здесь проводить время с детьми. Весело, здорово, чувствуется наступление Нового года. Всегда елка очень красивая, нарядная. Всегда весело, много народу. Нам нравится. Каждый год приходим к этой елке. И вот в этом году решили пригласить и маму. Из Балтасии приехала, чтобы показать ей елку. Хоть на улице довольно прохладно, но гостей это нисколько не пугает, а новогоднее настроение не оставляет места застенчивости. Казанцы танцуют, фотографируются, обнимаются. Они бодры, веселы, чего и всем желают. Крепкого здоровья, счастья, любви, всего-всего самого хорошего, мира, добра, тепла. Процветания, успехов, счастья, благополучия. Всего самого-самого прекрасного в этом году. Год зайца наступает. Год, чтобы он принес, как зайчик, веселого настроения. Ко всем пожеланиям присоединяемся и мы. Ну а прийти к главной елке и проводить 2022 может любой желающий. Уже совсем скоро начнется новогодняя программа. У меня на этом все. Коллеги, вам слово. Спасибо, Рамиль. Как видим, Казань уже готова к Новому году. Предлагаем сейчас отправиться туда, где 2023 ждут с особым трепетом. Это село Куяново в Актанышском районе. В переводе на русский «Зайцево». Поэтому и наступающий Новый год сельчане называют своим. Отразилось ли название деревни на характере ее жителей? И почему здесь уверены, как лодку назовешь, так она и поплывет, узнал Рамиль Шайдуллин. Новый год в Куяново всегда разный, но одно остается неизменным. 31 декабря с наступающим селян поздравляет Кашбабай, Каркызы и символ будущего года. Сегодня это кролик. Деревня большая, только хозяйств 100. Объехать каждая задача непростая, поэтому с самого утра принято поздравлять самых маленьких. В детском садике гостей встречают 10 вот таких маленьких зайчат. Испокон веков всех малышей в этой деревне принято называть только так. Село Куяново появилось на картах еще с 18 века. Примерно в это время здесь забил ключ, который сегодня называют родником Таджуддина. По поверью, его вода скрепляет узы любви, поэтому до сих пор это самое популярное место свиданий. Соединяет молодых людей, здесь встречаются, здесь, если свадьба, невестка дорогу показываем. Сейчас и молодые вот ребята тоже не забывают эту традицию. Деревня располагалась в окружении лесов, поэтому и лесных животных здесь всегда было много. Кабанов, лис, волков и, конечно, зайцев. И именно этот зверек впоследствии, по одной из версий, и дал название всей деревне. Заяц в переводе на татарский Куян.
Впрочем, старожилы деревни считают иначе. Изучив родословные, пришли к выводу, их деревни известны еще с 16 века, и зайцы здесь ни при чем. Люди называли свою деревню Куен, в переводе «удобное для жизни благоприятное место». Думаю, эта версия больше похожа на правду. А потом, с годами, когда начали записывать название деревни в документах, слово «Куен» постепенно и трансформировалось в «Куян». За столетия именно заяц стал настоящим символом Куянова. В них наряжаются, с ушками лепят даже снеговиков. Особенно почетно кроликов разводить. Первого кролика семья Ганеевых завела, когда сыну было 6 лет. Сегодня ему 26, и семья до сих пор их разводит. Кролики, конечно, те еще привереды, но за их мягкость и покладистость им можно простить все. Поэтому и дети их очень любят. Они сами смотрят за ними, сами кормят, сами убирают. Самым ценным подарком в Куяново считаются крольчата. Их дарят только самым близким людям, а двух – самой близкой паре. Вот и сегодня Рузилю и Айгуль Шакировым их принесли родители. Мы в предстоящем году ждем от зайчиков храбрости, смелости, быстроты. И вот у нас в основном в деревне много молодежи. Мы хотим уж очень давно, ждем нового клуба. Здесь верят, предстоящий год кролика обязательно принесет счастье, а Куяново в очередной раз оправдает свое быстрое и доброе название. Рамиль Шайдуллин, Сан Саитова, ТНВ, Актанышский район. Всех татарстанцев с наступающим новым 2023 годом поздравил президент Рустам Минниханов. Уходящий год был полон испытаний и вызовов, но они лишь сплотили нас. Сегодня наш многонациональный народ един как никогда прежде. В условиях специальной военной операции, борьбы за суверенитет и мирное будущее мы все объединились вокруг национального лидера Владимира Путина. Наших защитников и героев Отечества поддерживаем всеми военнослужащих. Несмотря на трудности, мы сохранили все социальные гарантии, не забыв о развитии экономики. Этот год мы завершаем достойно, и главная заслуга принадлежит вам, уважаемые татарстанцы. 2023 год объявлен в Татарстане годом национальных культур и традиций. Уверен, проводимые мероприятия будут способствовать сохранению и развитию языков, культур и традиций, укреплению дружбы между народами, межрелигиозного и гражданского согласия. Эти ценности всегда являлись объектом особого внимания, нашим бесценным достоянием. Пусть наступающий год станет для всех нас годом побед, подарит радость, принесет счастье в каждый дом, говорится в обращении президента. Готовы? Новый год через 4 часа 20 минут. Как считается, символ наступающего года – кролик способен накладывать свой отпечаток на происходящие события. По прошествии лет уже можно вывести определенные тенденции, что обычно происходит в год кролика и чего ждать в будущем. Дмитрий Аринин вместе с историками подготовил подборку знаменательных событий в мире, стране и нашей республике. Уже более 2000 лет летоисчисление в мире идет и по созданному в Китае восточному календарю. По нему время течет 12-летними циклами, где каждый год проходит под знаком одного из священных животных. И эти, как считают символы, наделяют каждый год календаря своими чертами, то есть накладывают след на происходящие события. 2023 год по восточному календарю будет годом кролика. По китайской астрологии кролик – символ бдительности, остроумия, осторожности, ловкости и самозащиты. В 20 и начале 21 веков год кролика наступал 10 раз. Символично, что именно в год этого быстрого животного в Казани в 1903 году появился первый автомобиль. Сын известного университетского профессора, востоковеда Александра Казимбека, усыновленный сын Николай Александрович Казимбек. Он считается у нас... Можно его считать первым автомобилистом и первым автовладельцем. И это в газете было отмечено. Он проехал до Черного озера, по центру города небольшое расстояние. И вот этот факт показывает, что Казань становится городом автомобильным. Продолжая транспортно-скоростную тему, отметим, в 1915 году был испытан первый российский танк-вездеход, а в 1963-м на орбиту отправилась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. В 1987 году в СССР начинается серийное производство знаменитой «девятки».
Татарская письменность дважды менялась и оба раза в годы кролика. В 1927-м арабское письмо сменили на латиницу, а в 1939-м алфавит перевели на кириллицу, добавив позже 6 дополнительных татарских букв. На годы кролика выпало несколько трагических событий. В 1939 году началась Вторая мировая война. В 1975-м в СССР от сильной засухи погибло около трети урожая зерна. В 2011-м в Татарстане произошло крушение теплохода «Булгария». Судя по древнему тюркскому календарю, а именно он как раз и является основой вот этого восточного календаря, наши древние предки связывали почему-то год кролика с неудачным годом. Это войны, события где-то драматичные, где-то трагические. В год кролика происходили эпохальные события в татарской культуре. В 1927 году в нашей республике был снят первый фильм «Булат Батыр». И в этом же году заработало казанское радиовещание. В 1987 открыли здание театра имени Камала. Является составной частью облика нашего города, центра Казани. И это был первый спектакль по пьесе Карима Тинчурина «Голубая шаль», «Загар шаль». А главную роль в этом спектакле играла известная татарская актриса и певица Венера Ганеева. Как надеются историки, наступающий 2023 будет наполнен радостными событиями, а невзгоды все же обойдут его стороной. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Что объединяет премьер-министра республики с Альбертом Эйнштейном, автогонщика команды КамАЗ-Мастер с голливудской звездой Джонни Деппом, а татарского певца с одним из лучших футболистов мира Лионелем Месси? Все они родились в год кролика. 2023 год многие известные личности Татарстана по праву назовут своим. Какими качествами наделил их кролик, спросила Вероника Гайнудинова. Кролика сложно назвать трусом. В экстремальных ситуациях он способен на храбрость и героизм. Отзывчив, добр, великодушен. Он умеет проявлять заботу и, конечно, придет на помощь тем, кто в ней нуждается. Такие качества присущи тем, кто родился в год кролика. Так ли это действительно, узнаем у них самих. Лейла Фазлеева – главная женщина правительства республики. И вице-премьер Татарстана шутит, от ушастого ей досталась хорошая скорость. Говорит, личным примером может подтвердить, кролики активные и бойкие, торопятся делать все и сразу. Все эти качества помогают справиться с многозадачностью. Каждый тот, кто родился в год кролика, он добрый, пушистый, нежный. Всегда с заботой о людях, всегда с заботой о тех, кто рядом с тобой. Иногда может быть и капризным, иногда может быть задумчивым, но вместе с тем он абсолютно всегда остается добрым. Еще один вице-премьер республики родился в год кролика. Василь Шайхразиев говорит, до этого дня даже не думал, что символ 2023-го как-то повлиял на его жизнь. Но после наших вопросов задумался и вспомнил, все важные события как раз происходили в год кролика. Я в этом плане немножко безразличен, но есть интересные факты, которые потом с прошедшим временем начинаешь сравнивать. На следующий год кролика и 60 лет. Вы, наверное, в 24 женились. Да, я в 24 женился. Вот этот факт, который есть, он и этим совпал. Люди, рожденные в год кролика, общительные, обаятельные и харизматичные, считает министр по делам молодежи Тимур Сулейманов. От ушастого берут только положительные качества, говорит министр. А в год кролика планирует больше заниматься спортом. Кроликом я себя не ощущаю точно. Вот в год кролика родился, видимо, судьба. Вот если что-то положительное, такое жизнеутверждающее, я это с удовольствием принимаю и с этим соглашаюсь. Не стараюсь верить в суеверие, но, к сожалению, иногда бывает очень много совпадений. Заслуженный артист Татарстана, певец, комик, пародист Дамир Сабиров признается, столько лет на сцене, а до сих пор есть страх перед выходом. Это как раз от кролика, смеется он. Отличный вкус, нестандартное мышление и все-таки смелость тоже есть у тех, кто родился под знаком ушастого. Когда мне было 24, я решился сделать свой сольный концерт. И именно в 24, хотя я поставил в 25 лет первый сольник, но в 24 я начал готовиться. Что-то вот сподвигло меня. Выйти не так сложно, говорят, а именно вот оставаться на пике популярности. Вот. И я думаю, в 36 у меня откроется второе дыхание, дай бог. И
я подниму еще планку и будет много-много аншлагов. Среди рожденных год кролика знаменитостей есть музыканты, актеры, спортсмены и политики. Наступающий 2023 назовут своим премьер Алексей Песошин, вице-премьер Евгений Варакин, глава Минзимимущества Фаниль Аглиулин, глава Менделеевского района Радмир Беляев. Под знаком кролика родились также звезды спорта. Победитель ралли «Дакар» Айрат Мардеев, заслуженный мастер спорта автогонщик Тимур Тимирзянов, хоккеисты казанского «Акбарса» Артем Галимов и Вадим Шипачев. Вероника Гайнуддинова, Алмаз Зиаддинов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Новый год к нам мчится. Через 4 часа 13 минут все случится. Кто-то Новый год привык встречать дома, кто-то не мыслит праздник без шумной толпы, Деда Мороза или даже коньков. Услышать бой курантов в эту ночь можно на праздничных площадках по всей республике. Где почувствовать атмосферу волшебства сегодня и в первые дни Нового года в праздничной афише от ТНВ. В эти каникулы татарстанцев ждут больше сотни праздничных мероприятий, и это только в Казани. Главной площадкой новогодней ночи традиционно станет елка у центра семьи «Казан». Концертная программа начнется в 9 вечера и продлится до 2 часов ночи. А любителей активного отдыха парк «Черное озеро» приглашает встретить Новый год на катке. Программа здесь начнется в 11 вечера. В полночь покажет прямую трансляцию поздравлений президентов России и Татарстана. Следом дискотека на льду до 3 утра. Уже завтра в полдень в парке «Черное озеро» новогодний кинопоказ. В первый день Нового года концертная программа вновь развернется у главной елки возле чаши. Начало в 17:00. Ждет гостей и новая площадка в присутственных местах Казанского Кремля. Особенно здесь понравится малышам. Каждый день с 1 по 3 января в 15:00 будут показывать детские спектакли. В 4 часа придут Дед Мороз и Снегурочка. Новогодние елки установлены во всех районах города. Все каникулы развлекать казанцев и туристов будут в парках и скверах. Так, 2 января на Черном озере детский мастер-класс по фигурному катанию. В парке Урицкого турнир по снежкам. В Горкинско-Аметьевском лесу мастер-класс по созданию карнавального реквизита. А в Дербышках выступление артистов цирка. Сегодня праздничная программа ожидает и челнинцев на площади Азатлык. Старт в 8 вечера. Правда, от традиционного салюта в этом году отказались. Так пожелали горожане. Без салюта пройдет на этот раз и Новый год в Альметьевске. Народные гуляния стартуют в 11 вечера на площади УДК «Нефтче» и продлятся до 3 утра. Это музыкальная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, играми и конкурсами. Здравствуй, Дедушка Мороз! Нижнекамцев сегодня и каждый день каникул Дед Мороз и Снегурочка ждут в своей резиденции в парке Тукая. Она работает с 2 до 6 вечера. Лина Зинатульна, Алмаз Зиаддинов, ТНВ, Татарстан. О ситуации на мировой арене, каким будет рубль и ждать ли снова рекордный урожай. Что год грядущий нам готовит и на что обратить внимание. Коллекция прогнозов у Рамиля Галиуллина. Плутон – одна из планет, которая отвечает за крупные мировые процессы, за крупные мировые изменения. В 2023 году нас ждет знаковое событие – переход Плутона из Козерога в знак Водолея. В нем он пробыл с 2008-го. Другими словами, планета на рубеже нового миропорядка. Звезды говорят, год кролика будет непростым и нестабильным. Лучше всего строить краткосрочные планы и не откладывать их в долгий ящик. Если говорить о том, когда можно приступать к каким-то новым начинаниям, там, связанным с работой, или, может быть, у кого-то какие-то цели, связанные с приобретениями, то здесь хорошо это уже планировать и реализовывать в начале февраля. Нужно успевать все делать быстро и долго не раскачиваться. В уходящем году Россию на прочность испытали санкции и другие вызовы. Республике, как и стране в целом, удалось перейти на импортозамещение. Политологи прогнозируют, в 2023-м будет продолжен курс на восток. Мы будем и больше дружить со странами Востока, и, я думаю, туристическую деятельность преимущественно в них осуществлять, да, потому что западные страны для нас просто закрыты. Я думаю, что экономическое сотрудничество будет развиваться тоже в сторону восточных государств. Что касается курса рубля, то здесь ожидается небольшое ослабление. Стоит ожидать снижения темпов инфляции. Это уже прогноз от экономистов. Никакого особого всплеска роста цен мы не ожидаем. Возможно, будут продолжать снижаться процентные ставки, как по кредитам, так и по депозитам. Самым точным прогнозом на 2022 стало предсказание успешного года для аграриев. Погода не подвела. Урожай в республике больше 5 миллионов тонн зерна. В следующем году есть все шансы для повторения результата. Запасов влаги уже с осени достаточно. Много было осадков.
Поэтому мы думаем, что к весне тоже запасы продуктивной влаги будут в достаточном уровне для ярового сева. А потом уже как лето себя покажет. При этом будущий 2023 будет окутан домашней и семейной атмосферой, говорит Алсуга Земзянова. Это время благоприятно для принятия судьбоносных решений в личной жизни и улаживания жилищных вопросов. 20-30%, наверное, жилье упадет. И вообще, в принципе, год семьи, год дома, домашний, вот такое одомашнение, потому что кролик и кошка – это домашние животные в первую очередь. И поэтому очень хорошее время для завершения дел. Покупки жилья, наконец-то, да, там узаконивания отношений, создания семьи. Движение только вперед. Девиз 2023-го. Об этом говорят нумерологи и обращают внимание на цифру 7. У нас будет очень сильная энергия именно семерочки, потому что 2 плюс 0 плюс 2 плюс 3 у нас получается 7-я энергия этого года. Вот, то есть 23 числа мы смело можем шагать в новую цель, создавать новые проекты, задействовать какие-то новые возможности. Верить предсказаниям или нет, каждый решает сам. Ну а сбудутся ли они, начнем узнавать уже через несколько часов. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зейдинов и Даниил Филатов. ТНВ. Казань. Скучали? Не скучайте, он идет. Остается 4 часа 10 минут. Этот год был для нас особенным. На ТНВ открылась обновленная студия. Креативный дизайн и современные технологии производства программ уже оценили зрители. Преобразились все телеведущие. Стилисты подобрали интересные образы. Появились новые телепроекты. С успехом транслируются сериалы. Премьера этого года «Алмаш». Еще одна большая премьера – мюзикл «Хасите». Увидим скоро в 22:05. И самое главное достижение – весь этот год вы, наши телезрители и интернет-аудитория, были с нами. Мы ценим ваше внимание и отзывы. И мы верим, следующий год будет для ТНВ еще лучше. При таком количестве сотрудников, рожденных в год кролика, по-другому быть не может. У нас их 54. Причем 16 из них родились в год черного водяного кролика, который приходит раз в 60 лет. Будущий год особенный и для нашего генерального директора Ильшата Аминова. В телерадиокомпании «Новый век» работает более 600 человек. Свои 24, 36, 48 и 60 в этом году празднуют 54 наших коллеги. Это ведущие, корреспонденты, операторы и гримеры. Давайте познакомимся с ними поближе. Здравствуйте! В эфире «7 дней» в студии Ильшат Аминов. Смотрите сегодня. Генеральный директор Ильшат Аминов родился именно в год черного водяного кролика. Такое бывает раз в 60 лет. И таких на нашем канале 16 сотрудников. Ильшат Аминов признается, качества, доставшиеся от ушастого, не всегда помогают в сложной журналистской работе. Но за мягкой шубкой часто скрывается выносливость и способность решать любые задачи. А великодушие и желание помогать людям всегда берут верх. Я всегда ощущал себя кроликом, таким добрым, пушистым. И, честно говоря, это не всегда помогает жизни. Но как есть, так есть уже. Живешь с тем, что есть. Самое главное – это любить то, что чем ты занимаешься. Это самое большое счастье – заниматься тем, что любишь. И самое большое счастье – это занимаясь тем, что любит еще, и иметь возможность помогать другим людям. Быстрые, смекалистые кролики именно такие, говорит сам кролик, заместитель генерального директора по безопасности Ринат Хабибулин. Сказать, что я такой мягкий, пушистый, я не могу про себя. Всегда хочется в свой год ощущать себя в лучшем качестве, ну и прежде всего и в здоровье, и в своих делах. Коллеги, здравствуйте. Кроликов ТНВ вы часто видите на экранах. Это Инсаф Абдулла, корреспонденты Михаил Любимов, Диляра Юсупова, Дмитрий Аринин. В год ушастого родилась и наша коллега, ведущая корреспондент Алия Хайрудинова. Кролик с характером, как она говорит про себя. Кролики, они только с виду такие мягкие, пушистые. В нужный момент они могут показать и свой характер. Вот если вспомнить предыдущий год кролика, именно тогда я стала мамой. Кстати, моя дочка тоже родилась в год кролика. Местами поменяли. Ладно. По праву своим этот год могут считать и те, без кого невозможно. Представить выход новостей в эфир. Наши рулевые продюсеры программы «Хаберлер» Гузель Алимова, Гульнас Мерхалилова и продюсер новостей Радик Фархулин. Кролики ведь они такие мягкие, пушистые, они такие активные очень, мы трудолюбивые, вот, домашние мы. Но когда надо, мы можем показать и характер, можем показать и зубы.
Герои нашего репортажа – разные люди, но всех их объединяет покровительство ушастого символа года и, конечно, любовь к ТНВ, словно к семье. Алена Струминская, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Такими мы увидели события этого года. Спасибо, что были с нами. Желаем всем нам красивого праздника, добра и счастья в каждый дом. До встречи на ТНВ в 2023 году. Скоро я приду. Увидимся в новом году. Здравствуйте, в студии Илья Андреев, и прямо сейчас о том, что нам ждать в ближайшие сутки. В целом, 2023 год начнется с неустойчивой и теплой погоды. Итак, по данным сервиса Яндекс.Погода, в первый день Нового года в Бугульме, Бавлах, Азнакаево ожидается снег, к вечеру возможно метель, ночью до 9 градусов мороза, днем -3, а к вечеру уже около 0 градусов. Ожидаются снегопады и повышение температуры в набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Ночью метель и до 10 градусов мороза, а днем 2 градуса ниже 0. В Агризе, Менделеевске, Актаныше пройдет снег местами сильный. В дневное время ожидается около 4 градусов мороза. В Арске, Кукмаре, Балтасье облачность сохраняется. Ночью снег, местами метель и до 9 градусов мороза. Днем, по прогнозу, снегопады 2 градуса ниже 0. В Болгаре, Дрожжаном, Буинске снегопады продолжаются. Ночью около 4 градусов мороза, днем около 0. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше облачная погода сохранится. Местами снег сильный. Вечером метель, ночью 8 градусов мороза, днем около 2 градусов ниже 0. В понедельник небольшой снег и около 0 градусов. Январь – месяц ярких звезд, белых троп и синих льдов. А 1 января – первая страница из 365 страниц новой книги вашей жизни. Подумайте над тем, каким содержанием вы хотели бы ее наполнить. В Казани все так же облачно, в ночное время снегопады и около 5-7 градусов мороза. Днем преимущественно без осадков и около 1 градуса со знаком минус. К вечеру прогнозируется снег и метель. Магнитное поле Земли спокойное, но неустойчивая погода неблагоприятна для самочувствия. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Мы завершаем наш выпуск с пожеланиями новогодних чудес, сказочной погоды, радости и тепла в каждом доме. Я с вами тоже прощаюсь. Благодарю, что были рядом и смотрели прогноз погоды. Солнечное настроение, которое вам желал, пусть сохраняется у вас вне зависимости от погоды и от того, кто будет в дальнейшем ведущим этой программы. Здоровья вам и жизненных сил!